Всем доброго времени суток. Приехала на рынок за обоями. Вот какие клеенки красивые, машалла. Но это только начало рынка, мы туда идем. Накрытый и закрытый рынок. И магазины, обои. Все, оптовые рынки. Выбрать можно что угодно. Платьишко какие красивые. Тут, в этом городе, каких только наций нет. Кого угодно можно здесь встретить. Платьишко красивое. Тут мир шуб, золото. Здесь чего только нет. Все это оптовые рынки. Здесь все можно найти. Магазин, мандарины. Тоже хочу таких под навес, потом, когда ремонт будет. Цветы, девочки, выбор. Какой хотите. Обои прям ряды. Конца края нет. Ну, как красиво. Вау. Машалла, клеенки. Смотрите, венецианка. Мне светлые хочется купить себе, знаете. Под них обзор хорошо делать на столе, красиво. Машалла, очень красиво. Какой выбор большой клеенок, девчат. Все в продаже. Если хотите, все купим, отправим. Платьюшки. Видите, какие хотите. Красивые платья разных цветов. И коротенькие платьюшки. Вот халат. Видите, разных цветов. Луи Виттон. Видите? Коричневая, фиолетовая. Размеры разные. Новинки пришли. Очень красивые халаты, велюровые. Линолеум. Халаты, платья. Палацы, люстры. Все есть, девчат. Все, что захотите. Hani bugün hiç öpsün çağırır dedi. Вот такие я хотела купить, девчат. Они очень у нас популярные, такие ободки. Видите, разных цветов. На голове очень классно смотрится. На продажу меня просили привезти. И Анжела просила себе. Приехала обои выбирать, не знаю. Очень сложно выбирать. Деревья точно нет. Все это однозначно нет. Вот. Вот эти мне нравятся, симпатичные такие тоже. От того, что мало... Это что я Анжеле брала. Такие есть, да, классические? Да, они не Не голубой цветочком здесь. Они одни остались. Они поэтому различные. Алгерский, когда еще
601. Да. Да, она немножко розоватая, серая. Вот эти тоже можно слоны, тоже берут слоны. Понимаю. Сложно выбрать, девочки. Еще Вестхан там, в комнате, в которой он будет спать, сказал мне с цветочками не брать. Поэтому вообще мне сложно теперь. На те-то комнаты мне понятно, на остальные. Такие бы на кухне я хотела. Кажется, симпатичная на кухне они. Правда? Смотрите. Вот эти я хочу на кухне. Да, ничего лишнего. Можно было, в принципе, и на прихожую тоже. Такие. Вот эти мне предлагали. Они в 4 цветах. Видите, я не хочу. Не хочу. Ляписто мне не хочется. А может вот эти, друзья? В комнату. Из Ханги будет синяя мебель. Вот эти, кажется, было бы классно, да? Красиво, да, девочки, тоже? Вот эти мне нравятся, тоже очень красиво. Вот эти. Ну, мне их некуда уже. На кухне я такое не хочу, на прихожей тоже Вестхан комнату сказал не брать с цветами. Поэтому мне уже некуда. Девчат, с обоим, конечно, я определилась, но показывать вам пока не буду. Увидите все сюрприз, когда уже на стенах уже будет висеть. А вот здесь, смотрите, это как на Анжелу на комнату я брала. Здесь были еще, ну, розовые цветочки. Уже нету, разобрали. Очень ходовая модель. Вот голубые остались, а тех уже нет. Хотя на как было очень много. Ну, они шикарные, да. Ну, увидите, как поклеим обои. Видите, тогда пускай это будет сюрприз. Долго определялась, но определилась. Знаете, мне очень нравились еще эти обои. Вообще, сами по себе они мне нравились. Но я никак не могла придумать, куда их. Она красивая. Почему? Можно было, конечно, не на спальню, к примеру. Да, но я не хотела на ляписто. Я хотела, чтобы все было очень-очень скромно. Папа проснулся утром, и Бог обещал. Папа молодец. запишку бах. Ша папа урри حضرتك бах. Молодец. Красиво очень обои. А просто свет светится, еще плохо видно. Подай же вот этот кусочек. Видишь, с блеском обоими. И нежно очень, и блеск-то. Переливаться. Что еще? Видишь, у них такой блеск красивый. Он будет очень переливаться и смотреться очень красиво. Потому что свет падает, они светлые, поэтому... Да.
Minns on Volvo, вагон. Нужно и диван, а яхт нету в Чурима. Это все выносить надо отсюда. О, друзья, уже вырисовывается. Такой, видишь, какой даже голубой оттенок дает он. Видишь, обои? Дают голубой оттенок потолку. Вот. А ну-ка, включи свет, пожалуйста. О, машалла, как красиво, друзья. Смотрите, сейчас эта женщина клеит. Она зашла на обед покушать. А мы тут с Анжелой пока зашли. Машалла, как красиво. Эту мебель мы отсюда вынесем, конечно же. Здесь будет синий диван, угол. И больше ничего лишнего. Палас красивый будет. И тюль. Вы знаете, тюль будет чисто белая. И по краям вот так, не шторы, а такая же тюль сверху с оборочками по краям. Очень красиво будет. Там на стене телевизор можно повесить. Ну, включи слабый свет, слабый. Хан снял батареи. Сейчас тут она будет клеить. Девчата, очень красиво. Я очень довольна. Знаете, как мне сложно было выбрать? Это практически невозможно. Выбрать обои очень-очень сложно. Очень. Кстати, покажу вам сейчас свою комнату. Она тоже уже готова. Прям голубой оттенок дает она потолку. Вот эти обои. Сейчас прохожу поближе. Он хоть бы тут не упасть еще. Хоть бы здесь не упасть. Они с блеском, эти обои. Посмотрите. Просто сейчас падает свет. Сейчас со вспышкой, да, видите, да? Они с такими переливаются, блестят очень красиво. Просто свет пока плохо падает. Они до такой степени нежные, просто нежность. Вот просто нежность, друзья. Смотрите, какая красота. Машалла. Очень красивые обои, очень. Девчат, я очень довольна. Знаете, я боялась, что я буду недовольна. Если у меня не нравится, хоть весь мир будет говорить, что красиво, это уже будет не той Андрей. А вот мне нравится. Нежность такая вообще красивая. До такой степени с блеском. Они красиво блестят. Это только вот она поклеила, вот только и зашла на обед. И такой хороший оттенок дают они, вот именно голубой какой-то, знаете, нежно-голубой такой оттенок, вообще классный. Ой, я очень довольна, очень-очень-очень. Когда будут карнизы, плинтуса, все это готово уже, все. Их тоже чисто в белую краску покрасили, карнизы, белую краску, МЛС. Еще покрасили. Вообще красиво. Ну, здесь у нас пока бардак. Обои не показываю вам на новую комнату. Девчат, ну это моя комната. Уже готова. Уже готова. Смотрите, какая красота, девочки. Сейчас еще плинтуса. И они вообще подчеркнут. Она тоже мне говорит: «Ва, киса, самое правильное, что ты сделала, это эту комнату. Ва, мадик дагдена, как ты хорошо это придумала. Милат хайдушон, как вам будет легко. Щи санузелёж, когда два санузла, вообще хорошо». Мне тоже очень нравится, друзья. Я довольна, знаете, я очень сильно этого момента боялась, как оно это все будет. Чтобы мне понравилось, чтобы всем понравилось. Вот такой рисунок красивый. Просто сейчас здесь солнце зашло, и как бы темно кажется, но я именно спальню такой хотела. Она такая, знаете, будет зимой теплая, летом прохладная, прям сейчас прям холодно здесь, прям хорошо. Вот. И все лето было прям вот холодно в этой комнате. Ну, не чувствуется жары, даже кондиционер включать не нужно. Тоже, видите, эти карнизы все белые эмульсии покрасили. И все.
чистенько, хорошо. Плинтуса, конечно, подчеркнут вообще. Они супруг с Исханом поставят и чисто вымыть полы, и затирку надо сделать вот здесь между, ну, где щели. И заходи и живи. Тюль тоже нужно будет заказать. Девочки, я как-то рекламировала тоже эту женщину, ее магазин, она давно занимается тюлями, шторами, мы опять с ними будем сотрудничать. Все, девочки приедут, сами будут все, у нее свои дизайнеры, они все сами будут развешивать, все буду снимать, все покажу, чтобы вы все видели, чтобы вы смогли заказы у нее сделать тоже. Это все мы сделаем. Машалла, как красиво, я очень довольна. Все это я переживала. Как оно будет, да, Джо? Все, комната эта тоже готова. Что? А, здесь папа еще поставит розетку. Все, девчат, комната готова. Да? Ой, как красиво, машалла. Очень красиво. Имашка, женщина по имени Имашка творит чудеса. Ой, золотые руки у этой женщины. Реально. Так, сегодня надо... И мебель там, гарях, мебель уже что, да? Дик помыть полы. Софишка у нас заболела. Температурка. В школу сегодня не пошла. Да, красненькая. Свечку поставила, стало легче. А то вообще лежала никакая. Ну, когда сейчас дверь на 5 минут закрою. Има, говорила, что моя цель. Хочу посмотреть, как смотрится, как вид. Давай заходи, раздетый молил. А мог чёрч мою? Я перестала. Ну, перестала, ну. Сейчас по телевизору Маша и медведь показывает. И вот чего под одеялко ложись. Угу. Девчат, я очень довольна. Очень. Знаете, такой нежно-голубой цвет с блеском. Ничего лишнего нет вообще. И так смотрится с этими дверями белыми. И этот голубой цвет отражает на потолок. Вообще, знаете, как классно. Просто машалла. Вот так. Сейчас надо этот диван, все это выносить, попылесосить его. Керхером можно помыть. Вот Софишка заболела и перебила все нам. Чисто с пылесосом. Вот здесь пройтись и вымыть полы и плинтуса. И все, комната готова. Что у нас остается? Чисто вымыть окна, повесить тюли и что? Палас сюда, на стену телевизор. Телевизор тоже будет белый. Обязательно белый телевизор. Ну, как-то вот так вот. Девочки, ну здесь все уже готово. Анжела только первый раз все помыла. Вот еще второй раз будет. Мы вчера где-то до 3 ночи работали. Все это прибивали они здесь. Плинтуса с Исханом. Забыла телефон взять. Хотела поснимать и забыла. Анжела говорит, вам мокрый, это пол мокрый. Еще видите, только один раз. Oh. А? А что? Что Тасмания? Ходишь? А, что?
девочки. Этого момента я ждала. И вот он наступил. Здесь мокро еще, видите, она замочила. А потом эти тоже закроем. Вот эти вот черные полоски. Какие красивые обои. Просто восхищена. Так мне нравится. Нет вот этого колхоза, вот эти вот короны какие-то. Я этого терпеть не могу. Мне нравится, когда вот так все скромно. Еще красивая мебель, палас, тюль будет шикарная. И будет классно. Какая красота, девочки. Машалла. Корните плинтуса, как смотрится красиво. О, моя родная, что творит? Что происходит? Кошмар, кошмар. Кошмар кошмарный. Ищи кресло. Чё, тянешь, пускай вынесут кресло отсюда. Сразу. Да. С той стороны надо мыть еще и хорошо. Да. Всем привет. Поправь ободок, пожалуйста. Софишка у нас болеет. Да, Софиш? Горлышко болит. Потому что у тебя просто ангина. Что за ангина? Когда горлышко болит. Мам, ты уже говорила. Сюда не заходи. Почему? Пока там горгом Джон. Ты что, болеешь? Покажи. Вот такие ободки я привезла на продажу, девочки красивые, разных цветов. Мам, ты что, на продажу привезла? Все? Не все, некоторые тебе же оставила, Анжеле, себе. Только ты надо красиво волосы поправить. Наверное. Так, говорите, кто это? Весха. Весха?
Девочки, я что хотела сказать? Вы знаете, я, конечно, понимаю, что многие нас уважают и искренне переживают за нас, что желают только добра. Все это мне, конечно, понятно. На статус? Ну вот. Подожди. Но, знаете, я не хочу ни в коем случае видеть Всевышнего, кого-то обидеть. Но, знаете, мне кажется, порой некоторые вот со своим вниманием перегибают палку. Вот честно. Как я пришла к такому выводу, я вам сейчас объясню. И скажу, что меня не устраивает. Я люблю лучше вот высказаться, сказать, как я думаю, и чем там, знаете, что-то там. Я вот не кричу, не ругаюсь, я спокойно говорю. Люди многие пишут: Киса, а сколько у вас комнат? А где Висхан будет? А где дети будут? Друзья, я уже, во-первых, я 1000 раз говорила, уже я не знаю, сколько можно говорить, что со временем, как здесь закончится стройка, у нас сразу мы переходим со стройкой туда, под навес. У нас там будут большие изменения, комната будет достраиваться, там много чего будет. Но даже если не трогая это, у нас во дворе 2 больших дома. Неужели правда кого-то возник вопрос, у кого-то серьезно, где будет жить Висхан? Я говорила много раз и говорю, я не могу всего озвучивать на канале. Не могу я все, но как-то вы тоже не понимаете это или не хотите понять, я не знаю. Сейчас, например, вот как мы живем в том доме, в старом, где мы сейчас живем. Мы все помещаемся. Когда были молодые, когда только этот дом построили, вот смотрите, у моей свекрови 6 детей, и их 2, да, было с мужем. Комнаты 2, в которых мы сейчас живем, жила только старшая дочка. Она была такая девушка, как бы на выданье, да, молодая. У нее там был идеальный порядок, туда даже кто мог зайти, только чтобы не мусорить. Ну, вообще она чистоплотная была и есть, но туда редко кому можно было зайти, там у нее порядок был идеальный. В комнате, в которой свекровь сейчас проживает, она была намного меньше. Мы ее сделали длиннее, она была намного меньше. Там печка была. Вот где у бабушки диван заканчивается, там чуть дальше стояла печка, топилась дровами. Ну, вообще она была намного короче. В этой комнате, можно сказать, жила вся остальная семья. Но жили ж люди, никто не помер. Выросли, семья и 5 детей остальных выросли. Ничего ж не случилось. Что значит понять смысл комнаты? Да ну вот спальня, там 2 девчат будут жить. И то. Давайте уже откроем все карты, старшие, они на постоянное, что уже вот-вот. Но только я не хочу об этом говорить вообще. Не хочу. Вы должны понимать, что это случится. Много мыслей. У нас этот дом расположен под 2-й этаж. На 2-м этаже, там где крыша, можно сделать, как он называется, Анжел? Мансард, или как он, да. Можно его сделать. Это тоже я планирую сделать. Да, чтобы было, пускай будут дополнительные комнаты. Даже если этого всего все это убрать, вот девочки 2 комнаты, они там. Мы же не будем находиться в этих комнатах сутками. У нас есть кухня, прихожая. Мы сейчас целыми днями занимаемся, собираем товар, отправляем, что-то делаем. Вот чтобы мы сели в комнату, там, валялись каждый у себя в комнате, смотрел телевизор, у нас такого на это времени нет. Ни у кого из нашей семьи, кроме как София и бабушка. Больше у нас никого в семье нет на это время. Мы все постоянно чем-то заняты. Девчата зайдут себе, лягут спать. Здесь в этой комнате будет диван синий. В своей комнаты мы перенесем даже сегодня. Разложной диван, на котором лягут 10 человек. В той дальней спальне мы. Какие проблемы? Кто ущемлен? Скажите, пожалуйста, кто обижен в этой ситуации? Мне это вообще не понять. Со временем потом, когда, например, Висхан, он сейчас у нас в ближайшие год-два, он жениться у нас не собирается.
Вот. До того, пока он женится, уже это все будет решено. Дальше со стройкой, либо тут второй этаж сделаем, у нас на второй этаж будет лестница, либо под навесом я планирую поднять стены, там, да, нет, пол приподнять, закрыть витражами полностью, сделать теплый пол, вот, и даже, если честно, возможно, планирую там пару комнат еще сделать. Еще у нас этот дом, прекрасные комнаты остаются пустыми. Какие переживания за Висхана? Даже если такое случится, что, допустим, на момент женитьбы, да, например, что-то у меня не будет готов навес, я могу переехать пока в свой старый дом, а Висхану оставить женой этот дом. Никто из моих детей не будет обижен. Жить места полно. Мы что жили? У нас что, каждого человека была своя комната? О чем вы? Сейчас моя подруга Элита, допустим, они построили новый дом. У них тоже, да, с намерением таким, что второй этаж там на крыше можно будет доделать. Но пока там ничего не сделано. Сейчас в семье проживает, перечисляю вам, Элита, ее муж. А сколько сыновей? 4? Да, 3 сына живут и 2 дочки, и невестка. Всего спальных места 3. То есть одна комната для молодых, которые недавно поженились, Элитина комната и большой зал. В большом зале ложатся спать парни, не женатые. Их несколько человек там. Кухня общая. Никто не ущемлен, никто не обижен. Невестка в положении, должна родить. У нее есть своя комната. Я когда вышла замуж, я жила в комнате много лет, где сейчас свекровь живет. А они с дедушкой жили в наших комнатах. Из нас никто не был ущемлен. Полно места, комнаты очень большие. Какие проблемы? Давайте, пожалуйста, вот, я не прошу писать там красивые признания. Ну, кому нравится, напишите, мне приятно. Кому не нравится, тому не нравится. Но как мы будем размещены, давайте эти проблемы мы решим сами. Я никогда, я не знаю, каким бы я человеком ни была, может хорошая, может плохая, но чтобы как бы писать людям, а что вы не достроили, а где тот будет жить, а где этот, это уже лишнее, друзья. Не надо лезть в душу, понимаете, не надо высасывать из пальца. Я понимаю, что многие нам желают счастья, я это очень ценю, большое спасибо, дай Бог вам здоровья. Но не надо прям внутрь лезть, прям в душу лезть, этого не надо. Мы же далеко, как я еще раз возвращаюсь к этой фразе из фильма «Бригада». Мы все здесь, не тяни одеяло на себя, сказала в один день Саша Белый. Мы все тут не глупые пацаны. Да, кому он сказал? Кос, не тяни одеяло на себя. А, нет, по-моему, пчеле. Пчела, не тяни одеяло на себя. Мы тут все не глупые пацаны. Так вот это тот момент. Все предусмотрено, все для всех. Я ж этот дом закончится строить, я планирую под навесом устроить большую стройку. Для чего это делается? Потому что старый дом все равно я планирую под магазин комнаты. Там будет магазин у меня. Вот. Я хочу так сделать. В первой комнате там, чтобы у меня химия была, парфюм, все такое. Во второй комнате там сделать у меня полки, кастрюли там. Это все. Вот. Я буду торговать. Буду себе там сидеть, за столом. Компьютерный стол я там оставляю. Буду там и посылки собирать, и себе торговать буду. Все буду. Совсем справлюсь. Вот. Невестка, иншалла, придет, она будет помогать. Кто невестка? Софишка будет помогать, да? В магазине будешь торговать? Да. Будет, конечно. Она. Она уже и так сможет. Там же 200. Висхан у меня. У меня, знаете, у меня даже Висхана на работу вообще отдавать варианта нету. Много мест, куда он мог бы пойти. Вот сейчас после у нас 30 числа свадьба у Заловки, сын женится в ресторане, свадьба в Грозном. Потом где-то через недельку или может через дней 5 он уже уезжает в рейсы. Будет ездить дальние рейсы. Мне Висхан нужен вообще, я без него как без воды. Мне нужно с посылками, чтобы он помогал, мне отвозил, привозил. Поэтому его работа такова. Мне должен быть рядом помогать. Вдруг там, где
газ, свет, мало ли где что, какая поломка, да? Вот, Ну, потому я что всегда. супруг будет уезжать, может, его не будет дома по неделе, по 2 недели, потому что будут, вот теперь будут дальние рейсы вообще, очень далеко будут ездить. Вот такие вот дела, друзья. Ма, далеко Не обижайтесь, ну просто, знаете, порой это, мне кажется, если не нужно человеку в чужую семью лезть прям так в душу. Это как-то вас не красит, это некрасиво. Люди сами разберутся, что и как, понятно? Я ни в коем случае никого не хочу обидеть там, не кричу, не оскорбляю, просто говорю, это лишнее. Я знаю, что многие с нами идут уже, сколько уже, 2,5 года мы строимся, уже все ждут конца стройки, что людям интересно наблюдать. Это все понятно. И я благодарна очень вам за это, за советы. Было за все это время много дано советов, в которых я нуждалась. Я задавала вопросы, люди помогали. Я это очень ценю. Большое спасибо. Это очень приятно. Как семья просто. Но вот есть моменты, которые чересчур. Все, ладно. Я пошла. Нам сейчас нужно с посылками ехать. Потому что посылки разные, знаете. Есть посылки, которые в одной транспортной компании, есть в другой. Есть одна транспортная компания, вроде бы, ну, не так далеко, а другая вообще от нас километров 100, грубо говоря. И вот с этим большая проблема. И на почту нужно, и по транспортным компаниям. У меня день на 2 уходит только на вот эти, на отправки. Вот такие вот дела. Пойду я работать. Комната шикарная получилась. Ма, сколько?
Же сервиз есть наличие на 39 предметов на 6 персон. 39 предметов входит 6 кружек с блюдцами, 6 десертных тарелок, 6 суповых салатников, 6 маленьких салатников, один большой 25-й салатник, один 32-й овал, один 34-й овал. На 6 персон 39 предметов. Сервиз, девочки, тоже очень красивый нежный сервиз, такой же комплектации, очень красиво смотрится. Это чешский узор, но он здесь тоже смотрится очень красиво. На 12 персон 78 предметов на столе представлен, входит 12 кружек с блюдцами, 12 десертных тарелок, 12 подтарельников, 12 суповых салатников, 12 маленьких пиал, 2 салатника 25-х, 2 овала 32-х, 2 овала 34-х. 78 предметов на 12 персон. Очень красивый нежный сервиз на фарфоре, который от себя тоже идет вот такой красивый узор. Нельзя, да?